Случай из жизни Муравьева Василия Николаевича. Муравьев – удачливый предприниматель, миллионер, по коммерческим делам ездил за границу. После одной из поездок его встретил в Санкт-Петербурге личный кучер и повез на квартиру. По дороге увидел крестьянина, сидящего на мостовой, который плакал и приговаривал: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». И снова: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Муравьев поинтересовался и узнал. Тот рассказал, что в деревне у него старый отец и 7 детей. Все тифом больны. Продукты закончились. Соседи обходят дом стороной, боясь заразиться. И последнее, что у них осталось, это лошадь. Послал его отец в город продать лошадь и купить корову, чтобы с ней скоротать зиму и с голоду не помереть. Продал мужик лошадь, да корову так и не купил. Деньги у него отобрали лихие люди. И теперь он сидел на дороге, плакал и повторял как молитву: «Не как ты хочешь, а как Бог даст. Не как ты хочешь, а как Бог даст». Барин посадил мужика рядом в карету и велел кучеру ехать на рынок. Купил там 2 лошадей, корову хорошую, дойную, телегу, нагрузил телегу продуктами сверхом, привязал корову к телеге, отдал вожжи мужику и сказал, чтобы тот поскорее ехал домой к своей семье. Не поверил мужик своему счастью, а барин и говорит: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». А барин вернулся к себе домой, ходит по комнатам. Слова мужика ему так в сердце запали, что он ходит и повторяет: «Не как ты хочешь, а как Бог даст. Не как ты хочешь, а как Бог даст». Вдруг выходит к нему личный цирюльник, который должен был его в этот день брить и стричь. Бросился в ноги к барину и начал каяться. «Барин, прости, барин, не погуби. Откуда знаешь? Это бес меня попутал. Христом Богом молю тебя, смилуйся!» И как на духу рассказывают оторопевшему барину, что пришел к нему, чтобы ограбить его и зарезать. Видя богатство барина, давно он это черное дело задумал, а сегодня решил исполнить. Стоит с ножом за дверями и вдруг слышит, как барин говорит: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Тут напал страх на злодея и понял, что неведомо, как барин все прознал. Бросился тогда он ему в ноги, каялся, просил прощения. Выслушал его барин, не стал вызывать полицию, а отпустил. А потом сел за стол и задумался, что если бы не мужик Горемыка, которого он встретил по дороге и не сказал ему: «Не как я хочу, как Бог даст», не продолжалась больше бы его жизнь. Не как я хочу, а как Бог даст.